Тема дня. Приветствую всех слушателей радио Крым Реалии, самого крымского в мире радио из домашней импровизированной студии. С вами его ведущий Сергей Громенко. Напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook, YouTube страницах, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. И сегодня мы будем говорить о том, как Украина, как материковая ее часть, так и оккупированный полуостров отмечали День памяти жертв депортации, День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, который после российской аннексии, как известно, оказался под фактическим запретом, а в этом году к политическим ограничительным мерам прибавились и эпидемиологические. Итак, как провели этот день в разных регионах, когда завершится расследование депортации как геноцида крымско-татарского народа и будет ли это в скором времени это дело передано в суд, и можно ли предотвратить репрессии против крымских татар сегодня. И пока наша студия связывается с первым гостем, для тех слушателей, которые внезапно, может быть, раньше никогда не слышали о том, что сегодня за день и в честь чего отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, буквально напомню в двух словах, что 18 мая 1944 года началась кампания, началась акция по депортации крымских татар, по насильственному выселению их с материков, ну не только с материков, да, с полуостровной в первую очередь части, с Крымского полуострова. Большая часть из них оказалась в Центральной Азии, определенная часть в Центральной России или даже за Уралом. Кое-кто отправился сразу непосредственно в ГУЛАГ. Есть разные цифры, зафиксированные в разных источниках. На сегодняшний день мы можем говорить, что в целом в ходе трехдневной депортации 18-20 мая и затем одиночных выселений летом из Крыма было изгнано ничуть не менее 200 тысяч человек. А теперь с нами на связи наш первый гость. Это Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в первую очередь позвольте от своего имени, от лица всей редакции выразить сочувствие всему крымско-татарскому народу и вам, как его представителю, в связи с этой траурной датой. И первый вопрос. Сегодня, в день, когда массовые мероприятия ограничены коронавирусом, вернее, мерами по предотвращению коронавируса, удалось ли в полной мере реализовать план мероприятий по почтению памяти жертв крымских татар? И если да, то какие именно мероприятия уже были проведены? И можете ли вы оценить эффект на Украину, который был в этом году произведен ими? Еще раз вас приветствую и хочу сказать вам спасибо за слова сочувствия. Я знаю, что они абсолютно искренни, тем более вы из Крыма, как и многие ваши редакции. И теперь, что касается наших мероприятий, вот по время, когда мы с вами говорим в живом эфире, мы удовлетворены тем, как у нас происходят запланированы все мероприятия. Очень много разных мемориальных мероприятий в городах Днепр, Винница, Львов, Луцк, Одесса, Херсон, Генический район. Я хочу отметить особо такую видеоконференцию, которую мы сегодня провели вместе с разными регионами Украины. И тема этой конференции, она звучала очень так практически, вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, завдання для української влади и громадянского суспільства. Мы говорили о том, как регионы, каким образом вообще в целом по Украине и в регионах мы должны содействовать осознанию сущности того преступления, которое было совершено
1944 году, и каким образом в этих областных центрах и в больших городах Украины совершить такие памятные места, какие-то отличия. В качестве примера мы взяли за образец такой в городе Херсоне 5 лет назад был заложен парк. В городе парк был заложен, небольшой, но он очень своеобразный. И все знают, что теперь это крымско-татарский парк. И в прошлом году там был установлен памятный знак в честь жертв депортации крымско-татарского народа. Мне понравилось, как участники, а их было 68 человек на этой видеоконференции, она шла около 2 часов, говорили о необходимости усовершенствования учебных программ в школе, в школах, говорили о высших учебных заведениях, говорили об обмене различными проектами, и говорили уже о Крыме как о территории, которая обязательно будет освобождена, и все регионы Украины будут максимально помогать Крыму. Мы сегодня встретились с президентом Украины, у нас состоялся такой где-то часовой разговор. Это были члены Меджлиса крымско-татарского народа, которые проживают на материковой части Украины. Мы обменялись рядом, но таких проблем не обменялись. Мы еще раз обсудили некоторые проблемы и надеюсь, что те механизмы, которые были предложены как президентом, так и нами, они в ближайшее время позволят нам двигаться дальше, там, где мы немного остановились. Ну и вот буквально сейчас, где-то полчаса тому назад, мы завершили глобальный такой онлайн-митинг, в котором участники были из разных стран, политики, представители диаспоры, парламентарии этих стран. Практически это все как бы мы поставили себе целью провести митинг в таком формате, как мы всегда проводили на центральной площади города Симферополя. Только не было площади с 35-40 тысячами крымских татар, и не было балкона украинского театра, откуда выступали разные участники этого митинга. Но в остальном все было схоже. Были спикеры, которые вступали в беседу. У нас был председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранскетис, выступил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба, выступил главный советник президента Эрдогана Ялчин Топчо, но, конечно, наш лидер Мустафа Джемилев, и также руководители украинских диаспорных организаций, так, например, президент Всемирного конгресса Украинского конгресса украинцев, а также депутаты некоторых парламентов страны. Прекрасно, Рифат Ага. А вот теперь вернемся чуть-чуть назад к встрече с президентом. Я вижу, что из конкретных шагов и мероприятий, которые обсуждались и которые будут реализованы, это указ по признанию Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками. Тут вопросов нет. Теперь назначение Минет Джепар первым заместителем министра иностранных дел. Это тоже, в принципе, понятно и знакомо. А вот вызывает вопросы создание рабочей группы в офисе президента, в составе которой будут крымские татары. Вот эта рабочая группа в офисе президента и существовавший ранее совет по крымским татарам еще со времен Леонида Кучмы, вот это вот какие-то принципиально разные структуры. Чем будет заниматься эта рабочая группа? Ну, смотрите, вы очень опытный журналист, и вы сразу задали мне вопрос, ответ на который мне потребует как бы раскрыть некоторые особенности вот этой не встречи, может быть, обсуждения.
Ну, смотрите, дело в том, что на предыдущей встрече мы обсуждали некоторые вопросы, в том числе и связанные с необходимостью обсуждения Верховной Рады Украины ряда подготовленных законопроектов, ну, скажем так, в предыдущие годы. Как вы знаете, была Конституционная комиссия, которая создала, в свою очередь, рабочую группу из числа членов Конституционной комиссии Украины. Их было аж 25 человек во главе с профессором Буткевичем. И мы за где-то 1,5-2 года работы разработали, ну, с привлечением очень большого количества экспертов, и в том числе, скажем так, такого общественного сектора, 3 законопроекта. Это изменение Конституции Украины в части раздела 10 «Автономная Республика Крым», проект закона о статусе крымско-татарского народа и проект закона про коренные народы в Украине, про коренные народы Украины. И так получилось, что они зависли. И надо, ну, скажем так, принять было действия, которые бы способствовали, ну, их дальнейшему продвижению. Но не зря же эта работа была проведена. Дело в том, что изменение людей во властных кабинетах, будь в каком направлении, приводит к тому, что приходится некоторые, ну, может быть, сложные для восприятия проблемы чуть ли не начинать с нуля. Вот крымско-татарская проблема, связанная с переформатированием крымской автономии, она как раз оказалась среди таких проблем, когда новые люди, которые заняли кабинеты на Банкова или на Грушевского, они начали задавать те же вопросы, на которые мы уже устали отвечать. Может быть, мы на них отвечаем с начала 90-х годов. Я даже не хочу их здесь транслировать, эти вопросы, но начиная от, может быть, толкования дефиниции национальное меньшинство, коренной народ, а почему крымские татары, а как же там, русские права человека и все тому подобное. То есть все то, что нами было пройдено, и все было, скажем так, отшлифовано с точки зрения международного права, теперь приходится опять этим людям практически читать лекции с нуля. Но поскольку двигаться надо, то президент предложил, давайте тогда рабочую группу, но он, правда, надо отдать ему должное, сказал, очень короткое время опрацюйте питання, пов'язане з підготовленными законопроектами щодо внесення. Ну, посмотрим, как оно дальше пойдет. То есть это рабочая группа, которая должна, может быть, определить алгоритм по тем законопроектам, которые уже подготовлены, и по некоторым указам президента, которые необходимо подготовить. В том числе речь идет об указе о взаимодействии с Меджлисом крымско-татарского народа. Вы меня спросили, будет ли рабочая группа заменять Совет представителей крымско-татарского народа, который действовал при всех предыдущих, формально действовал даже при Януковиче и при всех других президентах. Я вам скажу, нет. Мы предложили, поскольку ранее не был признан Меджлис крымско-татарского народа как национальным институтом, представляющим интересы крымско-татарского народа, который ими же избирается. Но теперь мы имеем решение Верховной Рады Украины от 20 марта 2014 года, и при том, что украинское государство признает Меджлис крымско-татарского народа в качестве высшего представительного органа коренного народа Крыма, то нет необходимости плодить различные параллельные структуры. Поэтому мы подготовили указ щодо взаимодействия с Меджлисом крымско-татарского народа. Прекрасно. Идем дальше. Во время этого онлайн-митинга была принята резолюция. Можете ли вы в 2 словах описать, каких вопросов она касалась и что постановлено делать в течение этого года с крымско-татарским вопросом? Да, здесь, видите, резолюция звернення, мы говорим на русском, на украинском, вы меня путаете, вот ваше радио меня всегда путает. Я сегодня с утра говорю только лишь на українському язикі. Дивіться, бо є резолюція, вона є українською мовою, можливо, мені буде так трошечки легше відповідати на ваше запитання.
Но звернення учасників міжнародного онлайн-мітингу, яке присвячено пам'яті жертв геноциду кримського народу, воно, скажімо, спрямовано в першу чергу, скажімо так, два напрямки. Перший напрямок – це до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, також урядів і парламентів держав світу. От в цьому блоці від імені мітингу закликаються ці сторони, міжнародні поважні організації, терміново задіяти додаткові заходи тиску на державу-агресора Російську Федерацію. Я не буду тут це зачитувати, але щоб змусити Росію припинити всі порушення фундаментальних принципів міжнародного права, виконання нею вимог міжнародного співтовариства, зокрема деокупації Криму, відновлення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом Севастополь. Далі учасники мітингу закликають домагатися від Росії як держави-окупанта дотримання норм міжнародного гуманітарного права, негайного звільнення кримських політв'язнів, виконання наказу Міжнародного суду ООН, ви пам'ятаєте там, щодо заборони діяльності Меджлісу кримського народу. Зрозуміло, ми закликаємо, щоб міжнародне товариство реалізовувало свої рішення, хоча б рішення щодо діяльності різних конвенційних і моніторингових органів ООН, Ради Європи, ОБСЄ. Ви знаєте, що в нашій країні є моніторингова місія ООН з вивчення ситуації з прав людини в Україні. І є спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Обидві ці місії, і вони не допускаються до території Криму. І ми закликаємо міжнародні організації все-таки забезпечити, щоб їхні місії вони мали доступ і до території Автономної Республіки Крим, Севастополя, для того, щоб вони там проводили моніторинг ситуації з правами людини. Зрозуміло, що ми закликаємо визнавати депортацію кримських татар в 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. І ми тут посилаємося на вже кроки здійснені парламентами Латвійської Республіки і Литовської Республіки. Що стосується до, власне, українських очільників, тобто до наших інституцій, я тут зачитаю повністю учасники міжнародного онлайн-мітингу, присвяченого пам'яті жертв геноциду кримського народу, наполягають на невідкладному внесенні змін до Конституції України, якими встановлюватиметься національно-територіальний статус Криму як невіддільної складової України на основі невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні. Ця вимога і заклик, і позиція, вона тепер не те, що не буде сходити. Кримські татари, що би тепер не робили, вони будуть виходити виключно з цієї позиції. І, до речі, про це ми сьогодні говорили і на зустрічі з президентом України. Ми дійсно сьогодні, я особисто, як один із учасників, я зараз не буду говорити від всіх своїх колег, ми не мали сьогодні можливості обмінятися, скажімо так, думками щодо цієї зустрічі, бо всі зараз займаються різними заходами. Але хочу сказати, що я особисто задоволений, бо розмова була щира. Ми говорили те, що ми вважаємо правильним і необхідним як для кримських татар, так і для України. Мені здається, ми продемонстрували і президентові України, і іншим учасникам зустрічі, що в нас не буває жодних намірів, які би, скажімо, могли би демонструвати якусь відокремленість кримсько-татарської проблеми від українських проблем. Вони взаємопов'язані. Что ж, и последний к вам вопрос, в продолжение того, с чего мы начали. Мы много в эфире говорим
конкретных репрессиях против представителей крымско-татарского народа в сегодняшнем Крыму, уголовных делах и административных. А вот я задам вам вопрос в целом. Иногда в публицистике встречается сравнение событий 44-го с событиями после 2014-го, превращение крымско-татарской культуры, ну вот в такой вот лубок, или как в Украине это обзывают шароварщина, проблемы, значит, препоны для открытия классов с крымско-татарским языком обучения, препятствование другим культурным инициативам, высылка нежелательных крымских татар за пределы полуострова и запрет на въезд на территорию Крыма, в том числе и вам. Вот все вот это можно назвать своего рода гибридной депортацией, гибридным таким геноцидом, или лучше слово геноцид в данном случае не употреблять, чтобы не обесценивать события 44 года? Вы знаете, я, кстати, часто думаю, вот в таких постановках, как вы меня сейчас спросили, и сегодня я даже на митинге говорил, правда, мое выступление было на крымско-татарском языке, и я здесь больше опираюсь на свой жизненный опыт. В отличие от вас, я уже достаточно определенного возраста, я очень хорошо помню времена Советского Союза, а вы очень молоды, вы можете этого не представлять, как тогда было. И не так я уж и молод, как бы хотелось. Смотрите, но несмотря на то, что тогда несмотря на то, что были 15 союзных республик и декларировались формально равные права, но в реальной жизни, начиная от рассадки на партийных съездах и кончая большими какими-то концертными фестивалями, да, все было четко вымерено и расставлено по ранжирам. И никто не имел права выходить из этого однажды предусмотренного ранжира. И несмотря на то, что как бы декларировалась демонстрация всех и вся, но именно вот эти ранжиры, стандарты, ограничения, они приводили к постепенному доминированию русского языка и русской советской культуры, все-таки будем объективны, и к русскому этносу, и все меньше и меньше оставали возможность для национальных культур, как тогда говорили в советское время, и то, что касалось, например, украинского языка, украинской песни, народной особенно, и каких-то других глубинных пластов украинской культуры, все это постепенно локализировалось, превращалось в такой кокон, и постепенно все это затягивалось. То же самое происходит сейчас в оккупированном Крыму, когда, декларируя, в общем-то, приятные для некоторых, может быть, Крыму, которые не обладают таким опытом или осторожностью, декларируя приятные на слух лозунги, утверждения, на самом деле они выжигают все, что связано с другими культурами, другими языками. Но и при этом ведут себя очень цинично, претендуя на абсолютную объективность. Я просто сейчас процитирую то, что вот происходило в моем присутствии на одной из международных площадок. Российская сторона заявляет: у нас 3 государственных языка: украинский, крымско-татарский и русский. Как видите, у нас все равны. Его спрашивают: а почему вы сразу закрыли украинские школы? Нет ни одной школы с украинским языком обучения, а было там их 9. Он говорит: у нас на основании закона право учить детей на том или ином языке отдано родителям. Это означает о том, что в Крыму нет ни одной семьи, где родители написали в заявлении, что они хотят украинскую школу. А мы не можем их заставлять, мы есть демократическое государство. Поэтому все, что бы ни делали сейчас русские оккупанты в Крыму, начиная от тотальных и системных репрессий в отношении нелояльных к ним людей, они, как и в советское время, пытаются, в общем-то, сами определять априори, кто есть нелояльными.
Если вдруг им показалось, что человек каким-то образом демонстрирует свою украинскость, ну, одел вышиванку, допустим, прошелся по улице, он обязательно попадет на заметку, и к нему будут присматриваться. А если человек крымский татарин, то он уже, очевидно, что он уже является совершенно нелояльным к российской оккупационной власти человеком, и за ним надо присматривать. Я, когда разговариваю, ну, вот диалоги веду открытые с теми, кто меня слушает Крыма, я иногда специально обращаюсь к нашим крымско-татарским коллаборантам, когда говорю о том, что чем больше даже вы пытаетесь демонстрировать свою лояльность к оккупационной власти, тем больше недоверия вы у них вызываете, потому что, в отличие от вас, коллаборантов, российские оккупанты очень четко знают о том, что предавшим однажды не может быть доверия. Конечно, они делают все для того, чтобы оттуда выжить всех тех, кто не согласен с их оккупационной политикой. Что ж, огромное вам спасибо за ваш развернутый комментарий, за ваши разъяснения. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. И мы переходим дальше. Мы уже вспоминали о том, что сегодня украинские и не только украинские чиновники выступали на мероприятиях по почтению памяти жертв депортации геноцида крымских татар. Вот какой комментарий оставил глава Министерства иностранных дел Украины и вице-премьер Дмитрий Кулеба. Давайте его послушаем. Трагедія цих татар – це є також і трагедія українців. І це наш з вами спільний біль, спільна рана, яку ми маємо загоїти, назавжди залишити в минулому, для того, щоб ніколи нічого подібного не могло навіть в принципі повторитися. Мій прадід пережив те саме. Він був українським селянином, і село було оточене, його родину посадили у той самий вагон, в який саджали кримських татар, і вони були вивезені в Сибір, де багато з депортованих померло. Тому я цей біль не просто поділяю, я його особисто відчуваю. Я хочу сказати сьогодні головне – свобода українців і свобода кримських татар – це одна й та сама свобода. Земля українців і земля кримських татар – це одна й та сама земля. Я, як міністр закордонних справ, докладатиму усіх зусиль для того, щоб усі кримські татари могли знову повернутися додому, в Крим, в деокупований Крим. Кроме Дмитрия Кулебы, главы МИД Украины, свой комментарий, свое выступление сделал и глава Сейма Литвы Викторас Пранскетис. Давайте и его послушаем. Литва и дальше остается на стороне крымских татар, решительно осуждает незаконную аннексию Крыма, многочисленные нарушения прав человека на полуострове Украины. И я бы еще хотел сказать, что Сейм Литвы 2021 год объявил годом татарской культуры, подчеркивая многовековую связь между нашими народами. И я хочу закончить словами, которые были спеты здесь гимном Украины. За нашу свободу покажем, что мы братья. Спасибо вам и успехов. Это был глава Сейма Литвы Викторас Пранскетис. До эфира мы также связались с крымско-татарским активистом в Судаке Ильвером Аметовым и расспросили его о том, как в этом городе вспоминали жертв депортации геноцида 1944 года. Давайте его послушаем. Коронавирусом вот этим. Людей вы не звали, как говорится, чтобы массово люди приходили. Поэтому утром в 10 часов мы пришли, там несколько человек, мулла был, молитву, там цветы положили, почитали. Но у нас где-то в 8, полдевятого руководство Судака возложение цветов делали, но я не видел этого. И так потом когда закончилось, и до обеда люди шли, по 2-3 человека несли цветы к памятнику. Но у нас же жертвам депортации памятник стоит в центре Судака. Вот, пожалуй, и все. Ну, еще что, я смотрю, здесь у нас в Осрете везде флаги понавешали, наши татары. На многих домах вывесили флаги. А так, милиция подошла,
предупреждение сделала мне. Но я на это не отреагировал. Вот. И сейчас почему-то, не знаю, вызывает прокуратуру. Вот сейчас поеду в прокуратуру. Там, по-моему, то, что у меня в музее изъяли были старые ржавые вот эти оружия со времен Отечественной войны. Вот. Сколько обысков было, при Украине были обыски, у меня их никто не трогал. А сейчас специально то, что по наводке, или как его назвать, я не знаю. Или как председателя Меджлиса, они же не знают, к чему придраться. Придрались к этой болванке. Его оружием нельзя назвать, это болванкой. Ну, хотят сейчас уголовное дело возбудить по поводу этого мне. Также мы связались и с другим крымско-татарским активистом Заиром Смедляевым и спросили его о том, как в крымских пророссийских средствах массовой информации освещают день 18 мая, и вот что он нам ответил. Это вообще, как преподносят крымские и российские СМИ, это какой-то кошмар. Но формально там отписку делают традиционно, что ах, вот эта трагедия, она не должна повториться. Об этом там раз в году делают заявление чиновники, потом рассказывают, как за эти 6 лет стал счастливо, вольготно жить крымско-татарский народ, что ах, они уже реабилитированы, ах, теперь они во всех органах власти представлены, завалили жильем, деньгами, никто ни в чем не нуждается. А на самом деле ситуация прямо противоположная. С обучением на крымско-татарском языке в школах проблема. Теперь уже, скажем, это одна из проблем. Даже те школы, которые ранее были крымско-татарские или строились как крымско-татарские, они стали биолингвальные. Точно так же, скажем, не то, что там в каких-то органах государственной власти, даже просто бизнес развивать крымским татарам проблема. Создаются такие условия, чтобы как раз-таки невозможно было здесь полноценно заработать рубль, чтобы крымские татары вынужденно покидали Крым. То есть такие условия для гибридной депортации создаются. Часть власти и сами так депортируют, запрещая въезд в Крым как нашему лидеру Мустафе Джемилеву, как председателю Меджлиса Рифату Чубарову. Ряд других наших активистов были депортированы из Крыма. Плюс вот эти надуманные судебные процессы и следующие затем обмены так званые. А по сути это опять же та же самая гибридная форма депортации. Уже не Ильми Умеров, не Ахтем Чигос при этой власти, которые сегодня в Крыму не смогут вернуться на родину. Продолжаем наш эфир, и теперь с нами на связи Трофим Луговой, начальник следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, временно размещающийся на материковой части Украины. Трофим, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, традиционный вопрос 18 мая к прокуратуре. Мы знаем, что несколько лет уже продолжается расследование дела о депортации крымских татар в 1944 году как геноциде. И вот скажите нам, может быть в этом году оно уже будет завершено и передано в суд, или это слишком оптимистично? Я думаю, все возможно, поскольку у нас идет на завершение исполнение экспертизы нами ранее назначенной судебно-медицинской безопасности жизнедеятельности. И мы очень надеемся, что нам все-таки дадут ответы на наши международно-правовые доручення. Нагадування неодноразово надсылалось. Вот. Ну, на сегодняшний день мы имеем ответы только от Российской Федерации о том, что они не дадут нам запрашиваемых данных, поскольку это суперечить їх національним інтересам. І ми отримали на минулому тижні відповідь з Узбекистану про неможливість виконання такого доручення. Проте, можливо, в нас є ще 3 міжнародно-правові доручення, які, можливо, нам нададуть певну інформацію. Незважаючи на це, ми у співпраці з Кримсько-татарським ресурсним центром отримали нещодавно, на минулому тижні також, інформацію, саме відео і фото з місць поховання на
тих територіях, куди розміщали після депортації кримських татар. Тобто досудове розслідування триває, йде до свого завершення. І за наслідками вже експертизи і отриманих відповідей на доручення ми будемо приймати остаточне рішення у кримінальному провадженні. Что ж, большое вам спасибо за комментарий. Надеюсь, в очень скором времени вы скажете нам, что дело все-таки отправляется в суд. Это был Трофим Луговой, начальник следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Крым на материковой Украине. И теперь с нами на связи Наталья Белицер, эксперт-исследователь Института демократии имени Пилиппа Орлика. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, 18 мая – это один из тех традиционных, немногих, к сожалению, дней, когда материковая Украина обращает внимание на Крым. И вот скажите нам, как эксперт, как специалист по крымско-татарскому вопросу, сегодня украинское общество, вот в целом, оно осознало всю глубину крымско-татарской проблемы и согласно ли с тем, что надо что-то делать, надо что-то решать? Или крымские татары, как и до 2014 года, по большей части интересны самим крымским татарам и другим крымчанам, а в украинском обществе в целом о них не так много знают, как бы следовало? Одразу хочу зауважити, що останні соціологічні опитання, проведені школою політичної аналітики Києво-Могилянської академії, переконливо довели, що суспільство просто недостатньо обізнано з тим, яким має бути майбутній Крим, чому стратегічне бачення і стратегічне рішення України мало би полягати саме в майбутньому Крима як кримсько-татарської національно-територіальної автономії, бо тільки десь 15% висловили за автономію, в той час, як переважна більшість опитаних просто стверджувала на рівні гасла «Крим – це Україна». Україні, і зокрема її всім гілкам і представникам влади, давно вже треба було перейти від декларативних заяв чи символічних жестів до більш практичних справ. На мій погляд, такими є кілька важливих напрямків. Перше, це стосується саме вироблення реалістичної стратегії деокупації, де оце майбутнє устрій Криму в складі України і роль кримсько-татарського фактору в цьому мала бути повною мірою врахована. Цього, на жаль, немає. Другий напрямок – це суто законодавчий. Тут хочу нагадати усім слухачам, що згідно з постановою Верховної Ради від 20 березня 2014 року мали бути терміново і невідкладно підготовлені і подані законопроекти, які б закріплювали статус корінного народу, який був наданий кримським татарам згідно з цією постановою. Пішов вже 7-й рік, цього не зроблено. Тобто тексти 3 законопроєктів про статус кримсько-татарського народу, рамковий про корінні народи України і 3-й про зміни до 10-го розділу Конституції, яка формально все ще зветься Автономна Республіка Крим, були повністю відпрацьовані робочою групою при Конституційній комісії, і це вже було зроблено у 2018 році, відшліфовані повністю експертною групою при той же ж Конституційній комісії. І далі все застопорилось. І зараз таке враження, що не тільки суспільство в
цілому. Але дуже багато decision-мейкерів, від яких залежить подальше просування цих питань в законодавчому плані. Більшість так званих суб'єктів законодавчої ініціативи також не дуже розуміє, що це таке і чому саме має бути створена така автономія, бо визнання навіть тільки постановою статусу корінного народу – це перший крок, за яким логічно мають послідувати наступні, зокрема, отакі законодавчі, адміністративні, управлінські і багато інших. Ну і третій напрямок, яким треба дуже серйозно займатися, це, звісно, міжнародний. Тут Україна доволі багато чого зробила на рівні міжнародних судів, але немає достатньої енергії, достатньої послідовності, щоб хоча б забезпечити виконання проміжних рішень, наприклад, Міжнародного суду ООН. Я думаю, всі знають, про що йдеться. Зокрема, і найважливіше – це про заборону Меджлісу. І тут, на мій погляд, найважливіше, що мало би зараз бути поставлено як пріоритетне в порядок денний міжнародної політики України, те, про що багато хто говорить на всіх рівнях, тобто створення міжнародної платформи для обговорення питань Криму. Бо, звісно, мінський процес, мінські переговори, які і так в глухому куті по всіх напрямках не передбачають обговорення питань Криму і посилання, що цього не можна робити в мінському процесі, оскільки росіяни одразу заявляють, що питання Криму закрите, і встають і йдуть з переговорів, тільки підкреслює необхідність створення такого окремого формату. И для того, чтобы обсуждать на нем крымские вопросы. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Мы, к сожалению, должны заканчивать, потому что наше время в эфире истекло. Я благодарю Наталью Белицер, эксперта Института демократии имени Пилипа Орлика. Еще раз напоминаю всем, что с вами было самое крымское в мире радио «Крым Реалии», его ведущий Сергей Громенко. И сегодня мы говорили о дне памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа. Ни в коем случае не переключайтесь, через несколько секунд мы вернемся в эфир.